В эфире телеканалов НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт» и также радиостанции «Тетим» совместное агитационное мероприятие по выборам главы Республики Саха-Якутия. Сегодня в нашей студии мы будем обсуждать тему, как благоустроить города и села в нашей республике. Ну и гости в студии: Алексей Прокопьевич Дичковский, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, выдвинутого партией «Единая Россия», и Петр Сысоевич Тумусов, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Владимира Богданова, выдвинутого партией «Справедливая Россия». Здравствуйте. Добрый день. Что ж, уважаемые господа, я тему озвучил, еще раз повторюсь, как благоустроить города и села Якутии. Давайте начнем с каждого из вас по вступительному слову. Алексей Прокопьевич, «Единая Россия», пожалуйста. Добрый день, уважаемые якутяне. Но касаясь обсуждаемой темы, необходимо отметить, что Айсен Сергеевич – это, наверное, единственный кандидат на должность главы республики, который уже практически имеет опыт работы и имеет большие достижения. Если говорить по городу Якутску, то он за 6 лет очень серьезно перестроил работу города Якутска, повысил качество жизни. И сегодня здесь, конечно, наверное, все согласятся с моими доводами. И сегодня вот его знания, его опыт, его практические навыки, люди, с которыми он работал, конечно, внесут очень серьезные улучшения в жизнь республики. Сегодня можно говорить о том, что Айсен Сергеевич в своей программе четко ставит эти задачи, которые перед нами стоят. И еще раз хочу отметить, уважаемые товарищи, что у нас, у каждого жителя республики есть много проблем. В каждом селе, в каждом муниципальном образовании много проблем. И сегодня мы, голосуя 9 сентября, мы решаем эти проблемы. Если действительно мандат доверия у Айсена Сергеевича будет большой и население его поддержит максимально, то для решения вопросов, которые стоят перед республикой, перед каждым муниципальным образованием, действительно это будет серьезный вклад в решение наших проблем. Спасибо. Петр Сысоевич, пожалуйста, вам слово. «Справедливая Россия». Спасибо. Это кто был выбордачилар, это кто был Сахарина доктора. Уважаемые избиратели, 9 сентября у нас состоятся очень важные исторические выборы всех органов уровней власти. Я призываю вас прийти к избирательным участкам и проголосовать за партию «Справедливая Россия». Это единственная партия, которая на сегодня идет к выборам совершенно выверенными, точными, конкретными законопроектами. Его программа состоит из 4 самых важных, первоочередных законопроектов. Это создание республиканского пенсионного фонда, где будем накапливать 10 миллиардов рублей, накопительная часть пенсии, и они должны оборачиваться внутри республики. Мы их должны инвестировать в акции Алроса, Сургутнефтегаз и других добывающих предприятий на территории республики. Вернуть налоги в Якутию и использовать вот эти деньги на перевод от ветхого жилья к комфортабельному и продовольственная безопасность, а также возмещение экологического ущерба. Спасибо большое. Ну что ж, переходим к вопросам. Первый вопрос звучит следующим образом. Как будут решены острые социальные проблемы в нашей республике? Отсутствие мест в детских садах, наличие второй смены, необходимость строительства спортивных и культурных объектов. Алексей Дичковский, «Единая Россия», пожалуйста. Ну, здесь надо отметить, что Якутия, наверное, единственный регион на Дальнем Востоке, где есть положительный демографический рост. Идет рост населения, а город Якутск с этой точки зрения лидер, наверное, в целом по России. Как говорил Айсен Сергеевич Николаев, у нас за 5 лет количество школьников выросло на треть. Это очень серьезный показатель. И действительно, в нашей республике вот опыт Айсена Сергеевича, как он решал проблемы в городе Якутске, это действительно, я думаю, что будет использовано и тиражировано для всех муниципальных образований. Здесь я хотел бы сказать, что с одной стороны,
используя государственно-частное партнерство, Арсений Сергеевич реализовал очень крупные проекты в городе Якутске. 12 крупных социальных объектов будут введены в 2018-2019 годах. Это 4 школы, 5 детских садов, 3 учреждения культуры. Это очень, наверное, на Дальнем Востоке нет такого города, который бы одномоментно в течение 2 лет мог вести такие крупные объекты. Это вот первое. Второе, я бы хотел сказать, что сегодня ключевым является получение федеральной поддержки для решения этого вопроса. И Арсений Сергеевич, когда встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, он акцентировал именно внимание нашего президента на эти вопросы. И только благодаря вот такой серьезной поддержке федеральных органов власти мы в республике можем эту проблему решить быстро и качественно. И для этого я понимаю, что для каждого жителя нашей республики действительно авторитет Арсения Сергеевича перед федеральными органами власти очень важен. Для нас очень важно, чтобы для того, чтобы стать лидером в России, наш лидер должен быть объединяющей фигурой. И сегодня, я думаю, что если 9 сентября мы проголосуем за Арсения Сергеевича, мы решим эти проблемы быстро и качественно. Спасибо. Петр Тумусов, «Справедливая Россия». Пожалуйста. Демографический тренд, конечно, у нас хороший. Однако же вот есть такая негативная тенденция, что народ с периферии перемещается в центр. Особенно город Якутск. Крупные города, они будут всегда страдать от дефицита социальных учреждений, таких как больницы, таких как детсады, школы. На сегодня потребность города Якутска в школах, новых школах 49 зданий больших. Сегодня, значит, дети учатся в 2 сменах. Все это, конечно, ложится очень большой нагрузкой на бюджет республики, на бюджет столицы. И насколько мы решить эту проблему, очень трудно будет. Поэтому «Справедливая Россия» предлагает развивать предпринимательское, частно-государственное партнерство. Когда государство, решая свои проблемы радикальным, кардинальным образом, он обращается к предпринимателям, энтузиастам, которые знают свое дело, обращается с заказом, что у меня вот не хватает пока мест в садиках, в школах, я вам помогу, и вот вы мне снимите часть проблемы, значит, я вам дам налоговые преференции, какие-то льготы, чтобы мы вместе работали, все население города вместе с республиканскими властями, столичными властями работали в этом направлении. Когда мы все скопом набросимся на эту проблему объектов социального назначения, только тогда мы победим. Поэтому я призываю вас 9 сентября голосовать за «Справедливую Россию», чтобы претворить в жизнь вот эти проекты. Спасибо. Итак, второй вопрос. Сегодня важно участие каждого в решении задач, в том числе и в сфере благоустройства. Какие формы общественной активности должны и могут развиваться? Алексей Дичковский, «Единая Россия». Пожалуйста. Уважаемые телезрители, в нашей республике имеются очень хорошие традиции. Здесь в республике стартовал проект «2000 добрых дел». Сегодня общественность во всех районных муниципальных образованиях активно принимает участие в благоустройстве, в строительстве социальных объектов. А город Якутск в этой части, конечно, имеет очень такой серьезный опыт работы по привлечению общественности, населения города Якутска. Во-первых, определение задач, которые должны решаться в городе Якутске. Потом включение их в решение этих задач. И третье, контроль за исполнением того, что делает власть. И мы все знаем эти проекты «Народный бюджет», One Click Якутск, ну и многие проекты, которые реализуются на всей территории Якутии и в том числе в городе Якутске. Сегодня Арсений Сергеевич Николаев во главу угла ставит, конечно, взаимодействие и синхронизацию работы власти с населением республики, общественностью. И не зря он, когда выступал предвыборной программой, своей предвыборной программой перед общественностью, он говорил, что действительно каждый человек должен внести
свои предложения в эту предвыборную программу для того, чтобы сформировать стратегию развития Якутии на ближайшие годы. Только так, общаясь с каждым человеком, с каждым муниципальным образованием, понимая их проблемы, мы можем решать. Поэтому сегодня во главу угла ставятся, конечно, интересы каждого человека, каждого муниципального образования. И сегодня механизмы и формы взаимодействия с общественностью будут, конечно, в первую очередь поставлены на решение тех конкретных задач в муниципальных образованиях, населенных пунктах, ну и те проблемы, которые есть у каждого человека. У вас все. Спасибо. Петр Тумусов, какие формы общественной активности должны и могут развиваться, пожалуйста? Да, только общественность, только тесная работа властей с населением, с самими жителями города, городов решат проблему. Потому что уповать только на власти города, наших городов, только на бюджетные деньги, это будет неэффективно. Участие всего народа в виде различных общественных организаций, отдельных энтузиастов, только тогда дело подвинется с места. Вот помните, совсем недавно город Якутск совсем не отличался в отношении мусора, который загрязняет город ежедневно. Волонтерское движение, которое организовала общественность, и сейчас все предприятия, организации города, они поделили город на сектора и регулярно убирают город совершенно бесплатно, на энтузиазме. Это и во что превратился наш город. Да, сейчас не увидишь даже никаких даже бумажек, которые так валяются по улице. Это очень позитивно. Это и есть пример совместной работы властей и населения, жителей города. Поэтому «Справедливая Россия» всегда за то, чтобы власти обращали внимание на общественность, на его энтузиазм, на его инициативу и всегда поддерживать эти проекты. Поэтому нам надо разрабатывать такие законопроекты, которые стимулировали бы волонтерское движение отдельных энтузиастов для того, чтобы в работе и по благоустройству городов и сел даже. Поэтому я призываю вас 9 сентября голосовать за «Справедливую Россию», за справедливость, за процветание наших городов. Спасибо. Что ж, третий вопрос звучит следующим образом. Должны ли муниципалитеты перенимать опыт Якутска или им необходимы собственные программы развития? Алексей Дичковский, «Единая Россия». Уважаемые товарищи, Якутия очень большая. Каждый муниципалитет различается по своему экономическому, социальному потенциалу, по тем условиям, по транспортной доступности. Вообще очень, конечно, исходя из того, что республика фактически составляет 1/5 часть Российской Федерации, это особенности у каждого муниципалитета есть. Но подходы, оценка, как люди должны жить, она должна быть унифицирована. Сегодня вырабатываются индикаторы, 47 индикаторов, которые будут оценивать комфортность проживания каждого человека в том или ином муниципальном образовании. Исходя из этого, вся политика и федеральных органов власти, и республиканских органов власти будет выстроена. Сегодня Арсений Сергеевич говорит о том, что человек, каждый житель республики должен пользоваться благами и повышать свое качество жизни в равных условиях. Он должен получать те же услуги, тот же комфорт, который получает в городах, вне зависимости от отдаленности населенного пункта, вне зависимости, сколько там человек живет. И поэтому сегодня Арсений Сергеевич говорит о равномерном развитии всей республики. То есть каждый житель республики, каждый житель города должен иметь такое же качество жизни, такие же доходы для того, чтобы он мог реализовать себя, свой потенциал, мог обучить своих детей и развиваться, идти вперед. Поэтому, уважаемые товарищи, я сегодня считаю, что программа Арсения Сергеевича является, наверное, такой консолидирующей программой, когда каждый человек, каждый житель нашей республики, каждое муниципальное образование, каждое село, они должны быть объединены и брать пример от города Якутска. Спасибо. Спасибо.
Еще раз повторю вопрос. Должны ли муниципалитеты перенимать опыт Якутска или им необходимы собственные программы развития? Петр Тумусов, «Справедливая Россия», пожалуйста. Да, я согласен, что Якутия огромная, и Якутия проживает совершенно много национальностей, которые имеют свою самобытность, свои традиции, обычаи. Поэтому всех стричь под одну гребенку невозможно. Каждое муниципальное образование должно иметь свою программу благоустройства, свою программу комфортности, свою программу проживания в тех территориях, где они проживают. Забота государства, забота республики, республиканских властей – это обеспечить источниками энергии, это в первую очередь, все муниципальные образования, дорогами, интернетом современного уровня, связью и социальное обеспечение, значит, тех жителей, которые социально неблагополучны. Вот 4 направления, которые зовут республиканских властей, а как развиваться на местах, как себя благоустраивать, как себе строить какие дома, это решение пусть своих жителей будет. Значит, город Якутск – это современный город. Тут каменное строительство, тут сложные коммуникации. И, значит, копировать его, например, в селах невозможно. Поэтому в селах, значит, мы должны строить такие дома, которые имеют свой автономный источник энергии. Если автономный источник энергии решится, тогда мы можем переходить в традиционный уклад жизни, расселенность, эффект присутствия создавать в наших территориях, чтобы наши территории, аласы не пустовали, там кто-нибудь дожил. Поэтому 9 сентября голосуйте за «Справедливую Россию», за наше будущее, за нашу перспективу. Спасибо. Ну что ж, в завершении нашего эфира, как традиционно, мы вам предоставляем время для того, чтобы обратиться к телезрителям, радиослушателям, к избирателям. Отмечу, что у вас на это отводится 1 минута. Пожалуйста, Алексей Дичковский, «Единая Россия». Уважаемые друзья, за 3 месяца Арсений Сергеевич решил очень серьезные задачи, которые стоят перед республикой. Сегодня он перед нами ставит грандиозные задачи сделать республику лидером всей России. У нас сегодня есть сильный лидер, вокруг которого мы объединяемся. Поэтому, уважаемые жители республики, 9 сентября призываю вас проголосовать за Арсения Сергеевича, за человека, который может и решает наши проблемы. Если Якутия будет едина, Якутия будет консолидирована, и мы вместе, совместно, под руководством Арсения Сергеевича решим наши проблемы. Проблемы каждого человека, каждого муниципального образования и каждого района. Уважаемые товарищи, 9 сентября проголосуйте за Арсения Сергеевича. Якутия вперед! Спасибо. Петр Тумусов, «Справедливая Россия», пожалуйста, вам слово. Спасибо. Дорогие избиратели, 9 сентября мы призываем вас прийти к участковым избирательным комиссиям и отдать свои голоса политической партии «Справедливая Россия». Сегодня «Справедливая Россия» является единственной партией социалистической ориентации, центристской партией, которая предлагает решение вопросов, новые законопроекты, которые будут решать первейшую необходимость, необходимые условия для жизни нашего народа. Поэтому мы должны понять, наконец, что власть одной партии – это неправильно. Власть одной партии – это застой, это различные негативные явления. И в Тумяне должны быть слышны все голоса. Вот только тогда мы достигнем лучшей жизни. Голосуйте за «Справедливую Спасибо. Россию». Ну что ж, спасибо большое. Мы завершаем наши совместные агитационные мероприятия по выборам главы Республики Саха-Якутия. Еще раз напомню, гости в студии были Алексей Дичковский, «Единая Россия», и Петр Тумусов, «Справедливая Россия». Что ж, спасибо вам, удачи.